Здравствуйте! Ливановская сельская библиотека представляет вам видеообзор Наурыз – праздник тепла и света. С древних времен у восточных народов существует праздник Наурыз. Суть этого праздника в единстве человека с природой. Наурыз отмечается в день весеннего равноденствия. В это время день равняется ночи. Равноденствие происходит в ночь с 21 на 22 марта. С этого времени дни становятся длиннее, а ночи короче. На Востоке Наурыз – начало года. В переводе с фарси «нов» означает «новый», «рус» – «день». Люди заранее готовились к встрече этого праздника. Проводилась уборка жилья, окрестностей. Уборка в юрте означало очищение, избавление от старого и ненужного. Дом озарялся светом 2 свечей. Вся посуда в доме обычно заполнялась молоком, кефиром или родниковой водой. Это символизировало полную чашу изобилия. Праздник начинается с приветствия. Люди должны поприветствовать друг друга, здороваясь непременно обеими руками. И при этом надо говорить слова приветствия, связанные именно с Наурызом. Пусть Наурыз принесет благоденствие, пусть этот год будет плодоносным. После приветствия все направляются в степь, чтобы получше разглядеть горизонт. Один из важных ритуалов праздника – поклон солнцу. Первые лучи солнца сопровождаются словами «Здравствуй, матушка, солнце». Праздник единения с природой продолжается. Мужчины, взяв лопаты, идут расчищать родники, поговаривая при этом: «Если увидишь родник, расчищай его». И тут же возле родников сажают деревья. Молодые саженцы опрыскивают молоком, произносятся слова: «Если срубил дерево, посади 10». Молодежь дарит друг другу подарки. Девушки угощают юношей, а юноши преподносят своим избранницам зеркало, расчески и духи. Специально к празднику из 7 компонентов готовится Наурыз куже. Куже едят досыта, чтобы весь следующий год был плодоносным. В эти дни важно было получить благословение бата. Бата – это пожелание напутствия старших. За дастарханом самого старшего просят произнести бата. Можно услышать такие пожелания: «Желаю успехов всем начинаниям», «Желаю плодородия нашей земле». Ближе к вечеру начинается Айтыс. Айтыс – это словесное состязание акынов в сопровождении дамбры. В нем могут участвовать мужчины и женщины, пожилые и молодые. Айтыс в день Наурыза символизирует добро и зло, тепло и холод, зиму и лето. Продолжается Айтыс до рассвета. Побеждает тот, кто лучше прославлял добро. В разгар праздника молодежь собирается у качели Алтыбақан. Все поют песни, танцуют, веселятся и играют национальные игры. Так встречает весенний праздник Наурыз. Играй, баян, звени дамбра. Желаю счастья и добра, здоровья и терпения, отличного настроения, чтобы мечты у всех сбылись в этот праздник Наурыз.